начале заседания депутаты рассмотрели постановление о ратификации соглашения между Абхазией и Россией, касающееся софинансирования расходов на содержание органов внутренних дел Абхазии. Речь идет о повышении материально-технического оснащения, денежного довольствия и социальной гарантии работников МВД. Законопроект был принят в первом и втором окончательном чтении. Суть данного соглашения заключается в том, что в период с 2020 по 2022 год предполагается направить объем финансирования в размере 620 миллионов рублей на улучшение работы системы Министерства внутренних дел. В частности, за этот период 190 миллионов рублей будут направлены на улучшение, повышение материально-технического оснащения, в котором так остро на сегодняшний день нуждается наше ведомство, вы знаете. А также 430 миллионов рублей будут направлены на повышение денежного довольствия, а также социальной гарантии. На наш взгляд, в рамках данного соглашения удастся существенно повысить эффективность работы Министерства внутренних дел, что, безусловно, отразится на жизни наших граждан в первую очередь. Затем народные избранники ратифицировали еще один протокол, касающийся внесения изменений в Абхазо-Российское соглашение о формировании деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года. Женцух Нанба подчеркнул важность деятельности данной организации, отметив, что ИКЦ будет способствовать более эффективной борьбе с преступностью. За законопроект депутаты проголосовали единогласно. Суть изменений заключается в том, что появляются правовые основания для финансирования российской стороной капитальных затрат на ремонт, реконструкцию и строительство объекта, в котором непосредственно должно размещаться данное учреждение. При этом необходимо отметить, что в действующей редакции соглашения прописано, что в случае прекращения деятельности центра собственность на объект, в котором располагается данное учреждение, переходит абхазской стороне. Это в действующей редакции. Путем данных изменений предполагается, что в случае прекращения деятельности центра собственность объекта остается за Республикой Абхазия. Абхазская сторона обязуется компенсировать все затраты. В случае невыполнения этого условия, невыплаты компенсации, российская сторона оставляет за собой право сократить финансовую помощь на социально-экономическое развитие. На заседании сессии парламента были внесены изменения в закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. Представляя законопроект, министр финансов Владимир Делба подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование бюджетной системы страны. В частности, позволят более детально формировать показатели бюджета на последующие годы. Самое важное нововведение, которое предусматривает проект закона, это введение на территории Абхазии при исполнении бюджета, кассового плана и ведение учета бюджетных обязательств. В настоящее время к Министерству финансов идет подготовительная работа над этим, оценка дается, как это в принципе в случае принятия закона это может работать, потому что это коснется, несомненно, всех распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств. Это мера, которая, еще раз повторюсь, позволит повысить прозрачность, эффективность бюджетных расходов. Вот к такой позиции мы считаем, что необходимо нам подойти. Дело в том, что правоприменительная практика нашего бюджетного законодательства, она показала, что на сегодняшнем этапе наша бюджетная система может себе позволить вносить подобные коррективы, использовать такие методы учета бюджетных обязательств. Министр финансов уточнил, что действующая редакция закона, о котором идет речь, направлена только на принятие бюджетных законодательств, но не упоминает учета. Законопроект коснется деятельности аппарата Кабинета министров и судебных органов. Кроме того, вносит ясности в статью использования резервного фонда Кабинета министров.
Судебные органы власти тоже являются администраторами доходов бюджета. Кабинет министров является администратором доходов бюджета. Ну, на самом деле кабинет министров как таковой администратором не может быть, это коллегиальный орган, и поэтому аппарат кабинета министров. Вот эти процедуры, они нам позволят более детально, предметно уже формировать задания по администрированию. Дело в том, что в действующей редакции получается, что он исчерпан, там в том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. Вот, предлагается его дополнить в связи с тем, что это на самом деле и постоянно имеет место, и иных непредвиденных расходов, которые будут указаны в положении об использовании средств резервного фонда правительства. В итоге законопроект был принят единогласно в первом и втором окончательном чтениях. Следующим вопросом повестки дня народные избранники определили сумму на содержание контрольной палаты Абхазии на 2021 год. По утверждению сметы на содержание контрольной палаты в сумме 31 миллион 538 тысяч рублей. В принципе, она практически соответствует смете расходов на 2020 год. И поэтому, я думаю, больших изменений данная смета расходов не претерпела. Они в рамках 2020 года практически там уменьшение идет. Буквально 1 миллион идет уменьшение, было 32 в прошлом году, в этом году 31,5, ну практически без изменений. Депутаты дали согласие на перевод земельных участков из категории в категорию в селах Тамыш и Лыхны. В селе Тамыш обществу с ограниченной ответственностью «Золотое руно» предоставлено в аренду 12,5 гектаров с целью строительства санаторно-курортного объекта. Кугу Савардани, Степан Мартиросян, Саида Ухава, Абхазское телевидение.